Ну, на сегодняшний день тот статус, которым мы обладаем, мне кажется, и более даже я уверен в том, что это не просто результат освободительной войны 92-93 года. Это результат многовековой борьбы за право обладать статусом независимого государства на территории Кавказа. Я сейчас не беру всю планету в расчет, хотя бы вот в масштабах Кавказа. Что нам это дает? Это нам дает шанс на самосохранение. Потому что интересы Запада, интересы той же Антанты, которая никуда не делась за период 100 лет, да, они сохраняются. И, к сожалению, эти интересы не учитывают нас, как государство и как этнос в целом. Я не говорю о том, что мы должны быть настолько обособленными, чтобы почувствовать себя изолированным от внешнего мира, от политического, от географического. Нет. Скорее в взаимодействии, в равноправном взаимодействии и с соседями, и с несоседними государствами тоже у нас есть шанс сохраниться как этнос. Другого шанса у нас нет. По поводу того, что сегодня возникают какие-то разговоры о там, федеративном либо союзном членстве, да, межгосударственном, это неплохо. Это неплохо, это нормально. Но опять же, в каких условиях? Тогда, когда мы будем равноправно представлены. Но исходя из того, что президент Абхазии как-то высказал мысль, что надо делиться суверенитетом, если исходить от этого, то возникает очень много вопросов. А где на сегодняшняя официальная точка зрения, которая закреплена у нас в Конституции? Что есть Конституция? Вот мы все время говорим, да, Конституция, Конституция. Что это такое? Это юридическое обоснование справедливости. Точно такое же, как Уголовный кодекс, Административный кодекс, да. Это просто юридическое обоснование, которое закреплено в основном документе страны, в соотношении с которым мы должны поступательно развиваться. Вот проблема наша в чем, я считаю? В том, что вот этого поступательного развития нету. Векторы не обозначены. Если они были обозначены в 1992 году, все понятно, нам надо было выиграть войну для того, чтобы сохранить Родину и создать государство. И мы это сделали. Ну давайте подобьем итог. А что есть через 30 лет? Я как-то говорил и не побоюсь повториться, не дай бог завтра война. Что мы будем сохранять? Когда мы говорим Родину, это в первую очередь земли и национальные достояния, которые есть. Сегодня они принадлежат государству? По большей части нет. Сегодня они принадлежат частным лицам. После 1993 года у нас произошло, к сожалению, несбалансированное перераспределение национальных активов. Что я считаю национальными активами? Это природные ресурсы, это земля и то, что сегодня люди называют бизнесом, да, туристическим. Во-первых, мы выстроили как бы вот этот вектор развития в туристическом плане, ну, очень для меня сомнительно, потому что и экологический, и геополитический фактор могут так развернуться, что мы не сможем ориентироваться на туризм как на основную прибыль, которая будет иметь государство от чего, да? Почему я так резко перешел к этому? Потому что, не дай бог, война, что мы будем защищать? Чьи активы? Частных лиц? Даже согласен с тем, что они принадлежат абхазцам. Но от этого ничего не меняется. Родина не должна состоять из частных заборов, за которыми делаются деньги. Это должно все принадлежать народу. Только тогда мы сможем сохраниться. И как этнос, и как историческая величина на Кавказе. Об этом надо думать, об этом надо говорить. И определять те векторы развития, к чему мы идем, к какому виду государства мы хотим прийти. Как мы будем поддерживать союзнические взаимоотношения с другими государствами. Ну вот, давайте посмотрим не изнутри, а снаружи. Да? Вот она, Абхазия. Почему-то все время, когда я вижу на карте, мне кажется, что это старый пистолет, такой старинный мушкет. Да? Вот сам по себе, по форме. Как смотрят тот же, вот, предположим, Казахстан. Да?
Вот ты откроешь справочник, там, я казах, да, у меня очень большое влияние на своей территории. Либо я тот же белорус, да, вот, ну как мы смотрим на государство? Я сегодня смотрю на Казахстан, я понимаю, что оно ищет новые пути развития с внешним миром, с арабским миром очень сильно. Если я смотрю на Белоруссию, да, я вижу, что они ищут свое развитие и находят его в стратегическом партнерстве с Россией, ну и с другими странами, с тем же Китаем, да. А что они будут думать про нас? Ну где они прочитают, к чему мы стремимся, что мы сделали для того, чтобы к чему-то стремиться? Тишина. Вот этот вопрос, он очень важен. И опять же, возвращаясь к казам, да, то, что произошло в 1993 году, это итог борьбы многовековой борьбы. И брать на себя сейчас лавры того, что вот мы, абхазцы, мы смогли в современной истории построить государство, да, это исторический нонсенс. На Кавказе уж точно. И добиться статуса независимости. Но не надо на себя взвешивать это все, этот пиджак одевать на себя и говорить, что он только мой. Нет. Он там, далеко, в земле, с нашими предками лежит, он оттуда вышел. Тут сразу возникает вопрос, а кому мы его передадим? Какому поколению? Если это будет поколение, которое будет воспринимать это как подарок своих отцов, то мы ничего не сохраним. А если они будут знать, что это крест, который ты должен нести, то тогда, возможно, у нас есть какое-то, ну, хотя бы гипотетическая предрасположенность к тому, что мы сохранимся как государство. Когда начинаешь рассуждать и складывать пазлы, да, каждый из нас понимает опасности, которые повсюду. И мы понимаем, что вот с таким малочисленным населением, как сегодня, я имею в виду коренным, да, эти угрозы возрастают. Да, мы преодолеем, но при одном условии. Это мое личное мнение. Это вот уйти от патетики, от громких слов, которые мы 30 лет говорим и за которыми ничего сегодня практически нету. Мы преодолеем все трудности, когда мы создадим условия для возвращения махаджиров. Это самое главное. Потому что без численности не сделаешь ничего. Причем должна быть качественная численность. Но тут сразу же возникает другой вопрос. А что им сегодня мешает сюда вернуться? Вот что им мешает? Или кто? Или кто мешает? Вот лет 7-8 назад, в день памяти махаджиров, я был в Кевкене. Там происходили эти мероприятия, все. И возвращаясь в Стамбул по дороге с одним из руководителей Дернека в Турции, я уже не выдержал, я сказал ему, ну, через переводчика, я говорю, был бы я на месте турецкого правительства, я бы вам запретил это все. Сколько лет вы будете плакать вот здесь на берегу? Хватит. Возвращайтесь. Есть семья, в которой хотя бы одного человека можно командировать, так скажем, да, в кавычках, на историческую родину, чтобы он там жил. Я понимаю, нелегко все бросить. Целые поколения там выросли. Но в конце концов вы же не одинокие. У вас семьи, у вас братья, у вас сестры, у вас дети. Одного отправьте и пусть живет. Если хотя бы 10-я часть отправить по одному, нас здесь станет кратно больше. Это первый акцент. Второй акцент надо делать на демографию внутри страны. Просто лозунгами, призывами мы ничего не сделаем, господа. Ничего не сделаем. Надо создавать условия для того, чтобы были большие семьи в Абхазии. А чтобы была большая семья, ее надо обязательно привязать к земле, опять же. Здесь нового искать очень трудно. К какой земле мы привяжем сегодня, если эти земли уже нам не будут принадлежать? Давайте реально посмотрим в глаза. Я не против кого-либо в этой стране. Но я хочу, чтобы за абхазцем была закреплена земля. Если ее не будет, то это будет просто какой-то кукольный абхазец, театральный. А если он будет привязан к земле, значит, он будет нести в себе вот тот груз, ту базу, которую его предки ему оставили.